Открывает фестиваль выступления ребят в стиле техно. В 21 веке большая часть жизни не обходится без IT-сферы. Если ты владеешь современными технологиями, то ты владеешь всем миром. Девиз сегодняшнего мероприятия. Поздравить и поддержать участников IT-феста пришел и заместитель министра образования региона. К сожалению, наша республика немножко отстает, но мы будем догонять обязательно от, скажем так, мировых трендов в области цифровых информационных технологий. Но нам важно понять, во-первых, насколько это важно. Поверьте мне, недолг тот день, когда нам не придется ходить к врачу. Мы просто можем поставить пальчик в сетку специально оцифрованный, когда программа поставит нам диагноз и сразу пропишет лечение. Сразу после открытия ребята проходят на свои места. На базе кванториума школьники должны показать навыки и умения в техническом творчестве, 3D-моделировании. Инженерия, медицина, кино – направления, в которых пригодятся эти знания, различные. Перед началом работы участникам объясняют правила конкурса. И чем точнее она будет по габаритам, тем больше баллов получите. Второй элемент, вот этот, более сложный элемент. Здесь нужно в первую очередь, я думаю, сделать шестеренку, вот это, тут не шестеренка, нужно больше граней. И метод нам скажет о выдавливании, нужно сделать вот эти вот отверстия. И последний элемент, вот самый сложный. Изучение 3D-моделирования требует пристального внимания к деталям, усидчивости и терпеливости. На выполнение 3 заданий ребятам выделили 4 часа. Участвуют в фестивале лучшие из лучших из разных школ со всей республики. Так что назвать их новичками в IT-сфере нельзя. У каждого из них своя цель. Одних привлекает индустрия видеоигр, другие хотят работать в программировании. Большинство детей занимались моделированием самостоятельно, поэтому сомнения в своих силах есть. Есть сомнения, да. Но мне кажется, что главное не победа, а участие. Готовилась к конкурсу тем, что смотрела видеоролики, как они выделяют, как они работают. Также хочу смоделировать и, может быть, стану архитектором, а может быть и филологом. Чем работаешь? На фигурках вот этой, как я думаю, все начали, потому что самая легкая. Что у тебя трудности вызывает? Пока что трудность того, что нам было показано то, что одна фигурка, ее можно так быстро умножать и быстро это сделать. Но у меня это не получается, мне это не приходится по отдельности создавать новую и добавлять. Пока одни занимаются 3D-моделированием, другие участники фестиваля рисуют фигуры и небольшую анимацию. Это направление программирования в Scratch. Визуальная программа специально создана для детей и подростков, так что особых сложностей вызывать не должна. Участники выполняют математические операции и работают с системой координат. Сейчас мы должны построить восьмиугольник, но так, чтобы внутри был еще круг. То есть для этого мы использовали такой инструмент, как перо. Вначале я занималась скретчем, то есть это уже когда ты только начинаешь скретч. Потом я стала уже заниматься фотошопом, а далее Паскаль. Проходит фестиваль в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Организаторами выступает Министерство образования и науки, а также Центр образования. Сформирован план мероприятий, в котором у Центра образования, а именно у детского технопарка, 4 мероприятия республиканского масштаба. Это чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills Junior. Это вот нынешний фестиваль, который сейчас идет. Это конкурс по 3D-дизайну, который пройдет 20 мая этого года, и квантариада, который пройдет осенью. Также организаторы отмечают, что фестиваль даст прекрасную возможность показать себя, выразить свой замысел и творчество. Самых лучших по итогам конкурса наградят кубками. Фестиваль объединяет в себе 4 направления в сфере IT. Кроме 3D-моделирования и программирования в Scratch, уже завтра будут отбирать лучших из лучших среди участников по робототехнике. Здесь в кабинете они будут настраивать робота на прохождение лабиринта и по программированию в Python. Хава Газиков, Магомед Белакиев. Новости 24.